Всем привет! Меня зовут Сергей Греховодов, и я являюсь тренером по велоспорту в школе триатлона. И сегодня мы с вами поговорим о экипировке, посадке и технике педалирования. И сейчас мы начнем с экипировки. Ну и в первую очередь, конечно, хотелось бы начать со шлема, так как это все-таки наша безопасность. И без шлема у нас не допускается спортсмены ни к тренировкам, ни к соревнованиям. Шлем, значит, имеет здесь ремешки и фиксатор. Прежде чем одеть шлем, мы должны фиксатор здесь, значит, увеличить, после чего одеваем шлем на голову. Сзади, значит, фиксатор мы закручиваем, чтобы шлем сидел плотно на голове, но при этом не передавливал, потому что при тренировке это может вызывать дискомфорт. Далее мы застегиваем здесь ремешки. Все, шлем не должен болтаться. Ну и вторая вещь – это очки. Очки нужно обязательно одевать, так как очки тоже это техника безопасности, так как на скорости, когда велосипедист едет 40 или более, тем более километров в час, бывают такие случаи, что навстречу бьет большое насекомое в глаз. И хочу сказать, что это очень болезненно, и это, конечно, может спровоцировать падение. Также очки защищают нас, конечно, и от солнца, и от ветра. Очки мы одеваем поверх лямок. И третья вещь – это велоперчатки. Помимо того, что велоперчатки у нас улучшают сцепление непосредственно с рулем, важная вещь еще в перчатках – это то, что при падении велоперчатки все-таки могут спасти ваши ладони, потому что у меня лично были такие случаи, когда при падении на скорости я был без перчаток. Ну и, конечно же, мои ладони были стерты, и это было очень болезненно, поэтому обязательно одеваем перчатки. Ну и четвертое, хотелось бы сказать про велотрусы. Велотрусы, конечно, тоже нужны обязательно, так как это все-таки тренировки идут несколько часов. Если мы будем ездить в обычных шортах, то у нас в паховой части будет натирать. И вся велопоездка просто будет, так скажем, на смарку. Поэтому обязательно велотрусы, они не сковывают наши мышцы, работу наших мышц. Также в велотрусах обязательно должен быть велопамперс. Это все-таки разгружает наше седалище, и нам более комфортно ехать на велосипеде. Ну и пятое – это велоджерси. Велоджерси делается из дышащего материала, это важно. Также в велоджерси сзади есть кармашки, 3 кармашка. Туда можно положить ремкомплект, какие-то продукты питания, ну и так далее, какие-то вещи, там телефон. Ну и шестое, что нам понадобится, это велотуфли. Также, конечно, к велотуфлям нужны и контактные педали. Для чего? Чтобы у нас было сцепление, жесткое сцепление непосредственно с педалью. Еще бы хотелось сказать, что есть такие аксессуары на велосипед, как бочкодержатели, фляжка. Она очень крайне необходима, потому что обязательно с собой на тренировку надо брать воду. Потому что все-таки мы потеем, вода из организма у нас через пот уходит, и, конечно, у нас тогда густеет кровь и повышается нагрузка на сердце. Поэтому мы обязательно должны восполнять жидкость, поэтому с собой берем воду или какие-то другие напитки. Отдельно хотелось бы поговорить про велотуфли, так как у нас есть разные разновидности. И сегодня мы разберем велотуфли для триатлона и велотуфли для шоссейного велоспорта. В чем разница? Здесь наглядно видно, в первую очередь, то, что у нас идет разные застежки. Здесь у нас на липучке, здесь у нас идет специальный механизм, который фиксирует велообувь на стопе. Велотуфли для триатлона, значит, здесь у нас есть петля специальная, мы сзади ее видим. Для чего она необходима? Чтобы зафиксировать велотуфель на педали в таком положении, здесь мы, значит, резиночку цепляем один конец резинки за петлю велотуфля, и второй конец резинки мы цепляем уже за велосипед. Это нам дает ровное положение велотуфля непосредственно на педали. И исходя из этого, мы после выхода из транзитной зоны, нам нет необходимости специально останавливаться и отдельно одевать велообувь. Мы уже это потом делаем по ходу движения. Сейчас у меня в руках 2 прекрасных велошлема. Один велошлем
который используется для велоспорта на шоссе, также и подойдет для МТБ и так далее. Это аэродинамический шлем, который необходим в велоспорте, где используется гонка на время, и в триатлоне. Отличие их в первую очередь, конечно же, в аэродинамике. Вот. А аэродинамика нам уже дает, конечно же, скорость. Еще хотелось бы поговорить о том, что существуют велосипеды разные, и в данном случае мы рассмотрим два варианта. Первый велосипед – это шоссейный велосипед. Второй велосипед – это у нас специально для гонки на время и для триатлона. Рассмотрим, в чем же разница. Как вы видите, в первую очередь, в велосипеде для триатлона или гонки на время все сделано для того, чтобы максимально показать аэродинамику. Потому что аэродинамика – это скорость, это лучшее время, вот, это секунды, минуты и так далее. Также в велосипеде для триатлона и ТТ идет геометрия рамы совершенно другая, что, конечно же, меняет посадку велосипедиста, и велосипедист в результате находится в более низком положении. Отдельно хотелось бы поговорить, что на этом велосипеде у нас здесь есть отдельно бачок для воды, и чтобы нам попить воды, нам не нужно доставать там специально бачкодержатель и пить. Для этого специально есть трубочка, и не поднимая туловище, можно свободно и не отрывая, самое главное, рук от руля, здесь можно попить воды. Это важный момент. Также на всех велосипедах для триатлона, для гонки на время существует лежак. На этот лежак мы как раз ложимся. Здесь есть подушечки непосредственно под локоть. В таком положении у нас идет максимальная аэродинамика, и причем диафрагма, все легкие дышат без проблем, ничего не затрудняется у нас. Также в конце лежака у нас здесь есть переключатель передач. Чтобы переключить, нам не нужно тоже отрывать руки, мы все делаем это на месте, щелчком просто пальцев, то есть ничего сложного. Вот. Далее на поворотах, конечно, у нас обязательно берем за руль уже, и здесь у нас уже есть тормоза, мы можем притормаживать в повороте и так далее. Так, на чем еще хотелось бы сделать акцент, что даже обычный у нас бачок здесь, который есть, он тоже выполнен в аэродинамическом стиле, и он не создает у нас сопротивления с ветром. Это тоже очень важно. И еще один момент – это колеса. Вот. На всех велосипедах для триатлона и для гонки с раздельного старта у нас специальные колеса, у которых идет высокий обод вместе с аэродинамическими спицами. Для чего это делается? Чтобы максимально улучшить аэродинамику и чтобы эти колеса максимально могли резать воздух. Поэтому у нас идет 60 мм, 88 мм, 90 мм высота обода. Ну, как я уже говорил, то, что велосипед для триатлона и гонки на время кардинально отличается от стандартного шоссейного велосипеда. На данном велосипеде вот этот лежак это дополнительный здесь аксессуар, который устанавливали. Обычно шоссейные велосипеды идут без, конечно, этого лежака, его просто здесь нет. В первую очередь, конечно, у нас на шоссейном велосипеде другая посадка. Она более высокая и не такая аэродинамическая, потому что в этом нет необходимости. Тормоза и переключатели передач находятся в одной системе, в то время как на велосипеде для триатлона они находятся в разных, переключатели находятся на лежаке, а тормоза на руле. Здесь все сделано, все вместе. Также, что мы видим, на обычных велосипедах используются обычные бачки, не аэродинамические. Вот. Колеса используются на 36 спиц, вот, алюминиевые обода и высотой в 3 мм, так как тоже нет необходимости иметь на шоссейном велосипеде высокие обода, так как они более тяжелые, и, соответственно, при подъеме в гору это тоже скажется на вашем результате. Ну, на этом мы закончим. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии, задавайте также вопросы, мы обязательно на них ответим.
И, конечно же, присоединяйтесь к нашей школе триатлона и занимайтесь здоровым образом жизни.